Этот выпуск программы несколько отличается от наших предыдущих визитов в прошлое. Сегодня мы будем готовить. Сам я участие в этом принимать не буду, но показать посредством передачи смогу, прибегая к помощи профессионалов. А готовить мы будем традиционное чеченское блюдо сискал, или же кукурузную лепешку. А также приготовим сливочное масло, так как это делали наши предки еще несколько десятков лет назад. 21 век, год 2012. Но ни современный быт, ни новые технологии не могли помешать нашим планам соприкоснуться с давно забытым прошлым. И мы предлагаем зрителям телеканала Даймок отправиться вместе с нами назад в прошлое. Ну а пока ненадолго останемся в настоящем и посмотрим, как это делают в наше время. Ни для кого не секрет, что сейчас все автоматизировано, и практически всю работу делают слаженно работающие механизмы молочных заводов. Изготовление масла начинается с прибытия цистерны с молоком с молочной фермы. Основным ингредиентом масла являются сливки. Они представляют собой густую кремовую жидкость жирностью 38%. Сливки заливаются в так называемую наливную цистерну, где они сбиваются гигантским миксером. После их переправляют в другой агрегат под названием маслобойная машина. Барабан вращается со скоростью 28 вращений в минуту. После получаса в барабане собираются сливочные комки, которые тут же подсаливаются. Еще несколько вращений, и мы получаем масло желтого цвета. Дальше все просто. Масло проталкивается к завершающей части производства, где ему придадут нам всем уже знакомую форму кирпичиков и запечатают в упаковку. Процесс, как вы сможете убедиться уже через несколько минут, кардинально отличается от того, что делали в те далекие времена, когда никто и не подозревал о современных сепараторах. Времени занимало чуть меньше, но силы, затрачиваемые в момент изготовления масла, можно было исчислять в килограммах. Узнать, как это было, мы отправляемся в восточную часть Чеченской Республики, а именно в Нажаюртовский район. Да, сегодня человек максимально упростил себе задачу буквально во всем. Мы быстро привыкли к тому, что основную часть работы за нас выполняет электроника или другая бездушная машина. Но в селе Дятах, что вон за теми горами, смотрят на это немного иначе. Именно там проживает семья, которую легко можно отнести к продолжателям чеченских традиций. Помочь окунуться в прошлое вызвалась Жанна Асуева, корреспондент телеканала Даймок, которая приехала с нами в село Дятхи из Грозного, отложив все свои дела. Даймок телеканале Белгою, Вайнохче, Ширкач, Мухке, Чешхала, Юбдитит и Анса. Войдя в дом, Хаура ознакомила нашу героиню с предметом кюра. Ступка – очередное открытие для Жанны. Небольшой сосуд с плотной крышкой с отверстием, через которое проходит палка, при помощи которого можно проделывать необходимые возвратно-поступательные движения. Это и есть инструмент, при помощи которого чеченцы добывали масло. Первым делом Хаура объясняет Жанне начальные шаги приготовления масла. Процесс, на первый взгляд, кажется довольно трудоемким. Посмотрим, чем все кончится и каких результатов добьется Жанна. Судя по всему, Хаура пока недовольна проделываемой работой. И в буквальном смысле решает взять все в свои руки и показать, как это делали на самом деле. И вот, наконец, наша героиня добивается желаемого результата. Масло готово. Теперь необходимо его отправить в прохладное место, чтобы оно не расплавилось. Будь мы дома, поспешили бы искать свободное место в холодильнике. Но здесь все иначе. Переложив масло в холодную воду,
Необходимо слепить из него один большой комок, чтобы отошла лишняя жидкость. После посыпаем солью, чтобы оно сохранило свой вкус и не испортилось. بو حين هو وجنا تكن الحين تقول هذا سنجي عندك أحداث تجود أول حين هو جو ديك بو تكن. Помимо масла, мы получаем также и шар, то есть пахту. Этот напиток сочетает в себе вкус молока, сливок и кефира одновременно. По словам Хоры, когда-то это был один из любимых напитков у чеченцев. سيسكال تاني مولش خلا تاني شو ديكي خلا ميلش все дисна ради чемиде. Смею полагать, что секретом долголетия на Кавказе, в том числе и в Чечне, были и остаются экологически чистые продукты питания. Этому вторят и современные диетологи, тем самым подтверждая слова наших стариков, которые тоже в свою очередь утверждают, что силы в здоровом питании. شورا يتشورا أول شلقتن خون خشار أقدو أقرق حيتن سيسكال إي جلوت كين ديك خلا بوق تندل تمغش كيز خلا هينتي تمغش دقيو هينتي أقرق يبوخ يلن سيسكال ياتيوش أق شار ميلوش وات باشخ يبت أدم إي كفير إي إذا باش دق تميل أق تمغش دقيو أول كوين هينت لويرشا حلغلير. Первая часть прошла вполне удачно. Масло уже готово. И мы переходим к следующей главе нашей кулинарной книги. Масло необходимо с чем-то есть, поэтому наши хозяйки принимаются за приготовление сискал. То, без чего не был возможен ни один обед или ужин чеченцев тех лет. هم توغ تخا توخ توخي دوخ شتاني حقايوي أق فيش وعيل أقصت عيل اشتيت شو الحظوش В принципе, сискал и сегодня готовят по старому рецепту, но главным секретом наших кулинарок в данном случае можно назвать настоящую чеченскую печь, подтапливаемую дровами, благодаря чему еда, приготовленная тут, обретает свой отличительный аромат и вкус. Такие печи, кстати, раньше были в каждом доме. هر إيق إشت إيول شلا أطهر أرو إشت أق شلا أخشين أو بطلوب شيني أو دعيوت شلا تودق شي أبو إشت هودي أرو يقي إشت هبو إشتي وشلق تاريخ على الجلوس كان ديك يبوش شتوندي الأوست اللي أغلى اللي إشتي وشلق تاريخ نو يعني قطر يشوا ده عميونك خناقشي قطر إنت حاج ده بيجي حلقة حاج ده وش است كوب كورتار هلا قلنا شوي قيقوش داق است خدوش هلا است خجيك هلا كده خدك هلا. Также Хоура рассказала о традиционном чеченском супе, который, оказывается, носит совершенно другое имя. نخشي شورب دائما حلقة دون حيوخ شو جيجي كارتول تسي وهيت غورم أول شلتن خا هنتي موي شورب أولتن صار غورم هنتا أقشم غورم أولتن هنتي إشت أول شلت صار. Еще несколько минут, и сискал готов к употреблению. Сегодняшний день прошел под знаменем добрых дел, о которых мы напомнили зрителям в нашем очередном выпуске. Жанна Асуева стала одной из тех, кто решился вернуться в недалекое прошлое, окунуться в красоты минувших дней, доставив удовольствие в первую очередь хозяйке дома, своим присутствием и любознательностью. Сегодня мы проделали долгий, но приятный путь, соприкоснувшись с прошлым. Путь этот был проделан в Нажаюртовский район, в село Дятах. На этом все. С вами был Тимур Абдуев. До новых встреч в прошлом.